Сморгонь с 17 по 20 век. В Беларуси было много местечек. Городки играли значительную роль в хозяйственном и культурном развитии Беларуси, а некоторые из них по своему значению в развитии торговли и ремесел, по наличию промышленных предприятий, по количеству населения не уступали городам. Однако большинство местечек представляли собой небольшие поселения. В 1622 году Сморгонь занимала небольшую территорию. Это было небольшое поселение при усадьбе Зиновичей, состоявшее из рыночной площади и 5 улиц. По 4 сторонам рынка располагалось 25 дворов. Самой большой улицей в Сморгоне была Виленская, сейчас Советская, с 24 дворами. Таким образом, в 1622 году в Сморгоне было 109 дворов и проживало примерно 550 человек. С начала 17 века Сморгонь начинает появляться на картах. Занятия сморгонцев того времени можно судить по их фамилиям, которые в Беларуси стали возникать в 17-18 веках и очень часто были связаны с родом деятельности человека. В 1667 году через Сморгонь прошел первый в Беларуси межгосударственный почтовый маршрут Вильно-Минск-Москва, что дало толчок для экономического развития города. Архивные источники и статистические материалы дают, к сожалению, очень мало сведений о социальном и национальном составе населения Сморгони. Население Сморгони состояло в основном из мещан и селян. В Сморгони жили главным образом белорусы, поляки, евреи и татары. Ведущее место в хозяйственной деятельности жителей Сморгони того времени занимали ремесло и торговля. После третьего раздела Речи Посполитой Сморгонь вошла в состав Российской империи. Это имело большое значение для дальнейшего экономического развития поселка. Он становился важным центром кожевенного производства, в котором в середине XIX века было занято уже около 1000 человек. В 1839 году в Сморгоне была открыта первая кожевенная мануфактура. В 1858 году в Сморгоне действовали 2 завода по изготовлению кожи, бумажная фабрика, 3 мельницы, 2 мастерские по выпуску стройматериалов, несколько ремесленных мастерских. В 1866 году Сморгонь представляла собой крупный городок. Здесь было 479 дворов, где жило 2070 человек, 2 церкви, синагога, 6 школ, 6 пивоваренных заводов, 8 кожевенных заводов, водяная мельница, 5 кабаков, почтовая станция. По развитию промышленности Сморгонь занимала 2-е место после Вильна. Большое влияние на развитие Сморгони оказало строительство железной дороги в 1873 году.